Представитель Министерства иностранных дел Южной Осетии в Австрии Патрик Поппель посетил Юго-Осетинский государственный университет в рамках рабочей поездки в Республику Южная Осетия. В первую очередь для иностранного гостя обозначенная встреча с ректором ЮГУ Вадимом Тедеевым – это знакомство с жизнью и деятельностью одного из ведущих вузов на Кавказе на данном этапе, обсуждение вопросов сотрудничества и продвижения вуза в международном пространстве. Языковой барьер не является преградой для взаимопонимания, ведь рядом сидит переводчик, да и представитель Южной Осетии в Австрии неплохо понимает по-русски. Впрочем, главный залог взаимопонимания – схожий взгляд на вопросы повестки дня. Республика, как вы видите, развивается с каждым приездом. У нас все лучше и лучше. Университет двигается вперед. У нас тоже все задачи, которые мы ставили перед собой, перед коллективом, они все выполняются, причем довольно-таки успешно. Во время моей последней поездки в Москву я участвовал в работе 15-го съезда Евразийской ассоциации университетов. И там произошел серьезный прорыв. В каком плане? Ряд университетов Египта, Султаната Оман, Республики Сербской, их ректоры, Талла Алексеевна была со мной, дали согласие подписать соглашение о сотрудничестве, а это уже настоящий прорыв. Потому что страны, которые не признали независимость Южной Осетии, их университеты опасались до сегодняшнего дня подписывать с нами соглашение. И здесь, опять-таки, когда мы тогда вот познакомились, вы к нам пришли, тогда именно у меня была просьба и к вам, и к дипломатам, которые были тогда вот у нас с визитом в университете. Одна из просьб была именно сделать все возможное, чтобы ректоры их университетов рассмотрели возможность подписания соглашения с нашим университетом. Это очень важно. Это очень сложно. Сейчас эта ситуация, вы знаете, это санкции, это здесь пропаганда против России, против русский мир, не только против России, против Беларусь, против Южной Осетии, Абхазии. Все это не работает вместе Украины, это все это плохо, да, это проблема. Also ich werde weiterhin versuchen, die Reputation der Republik Südossetien zu unterstützen, der Republik. Он дальше будет работать в улучшении репутации Республики Южная Осетия. Und da gehört natürlich die Universität dazu. Естественно, университет будет, скажем так, тоже поддерживать и информироваться в Европе. Begeistert, wie ich das erste Mal diese Universität gesehen habe. Он был в восторге, когда здесь первый раз имел посещение. So sauber, очень чисто, so schön. Красиво. Ich habe gesehen diesen Konferenzsaal mit der gezahmten Technik. В конференц-зале, в котором он присутствовал, он видел очень много техники. Also für internationale Konferenzen und so weiter. So международные конференции или онлайн-конференции. Das ist wirklich eine absolut super Uni. Он в восторге от вашего университета. Vielleicht können wir mal, ich habe sehr viele Experten international, vielleicht kann man mal eine wissenschaftliche Online-Konferenz machen zu irgendeinem Thema. У него достаточно много партнеров, с которыми он будет разговаривать о internationalen контактах. Dann könnten wir vielleicht mal eine Online-Konferenz machen. Или же сделать онлайн-конференцию. Für die Studenten. Для студентов. Mit Experten aus Frankreich, Österreich, Deutschland. Эксперты из Франции, Англии, Австрии. Zu einem wissenschaftlichen Thema. Научная тема. Und ich würde sehr gerne versuchen, auch Institute oder Universitäten zu finden, die versuchen. Он попробует найти университеты или институты в Европе. Und ja, wie gesagt, ich denke, dass die Universität sehr wichtig ist für die Republik. Он находит ваш университет очень важным для Республики Южная Осетия. Weil hier wird die Zukunft ausgebildet, die zukünftigen Menschen werden hier ausgebildet. Und das ist die Zukunft. Образованное молодое поколение – это будущее вашей республики. Об интересном госте всегда хочется узнать больше, вопросов возникает много. Главный из них, как гражданин Евросоюза, пришел к любви к России, а потом и к должности представителя МИД Южной Осетии в Австрии. Об этом и многом другом в студии ЮГУ ТВ. Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня мы в студии ЮГУ ТВ будем общаться с представителем МИД Южной Осетии в Австрии Патриком Поппелем. Здравствуйте, мистер Поппель. Расскажите, пожалуйста, о ваших впечатлениях о Южной Осетии. Это не первый ваш приезд. Как часто вы здесь бываете? So, I was an election observer at the last elections.
of the president, and now I'm here for visiting the new foreign minister because Я был наблюдателем на прошлых президентских выборах. На этот раз я посетил Министерство иностранных дел, потому что я представитель МИД Южной Осетии в Австрии. Я бы хотел поддерживать международные связи республики. Для меня также важно поддерживать университет, потому что университет — это сердце республики. Здесь находится будущее. Студенты — это будущее республики. Я здесь не только по вопросам политики, но и для реализации разных проектов с университетом. Вы достаточно активны в онлайн-пространстве, тем не менее, основная информация о вас на немецком. Поэтому позволю себе задать личный вопрос. При каких обстоятельствах вы обнаружили в себе тяготение к русской культуре? Это было, когда произошел украинский конфликт в 2014 году. Я поменял свое мнение в первую очередь о России, и я хотел найти правду. В 2015 году я поехал в Россию. Я был крещен в Москве и принял православную веру. У меня появилось другое впечатление о России в религиозном смысле, политическом, культурном и ментальном. У меня появились друзья в России. После 2015-го я приезжаю в Россию каждый год, посещал Донбасс, Донецк, Луганск. Много раз был в Крыму, возглавляю Международный клуб друзей Крыма в Австрии. Также я главный секретарь Австрийско-Абхазского общества, был в Абхазии. После того, как я отдал свое сердце и любовь России, в первую очередь мне полюбился регион Кавказа и регион Черного моря, Крым, Донбасс, Ростовская область, Абхазия и Южная Осетия. Это юг русского мира. Это моя... Спасибо, это очень приятно, что вам нравится этот регион, и это достаточно необычно. Ваши взгляды отличаются от официальной позиции Австрии. В связи с этим возникают ли у вас какие-то трудности? Какие негативные последствия у ваших взглядов? Many problems. So, yes, many negative consequences. So because Да, конечно. Много проблем, много негативных последствий. Во многих сферах, областях я персона нон грата. Я не могу получить официальную работу в Австрии, например, в правительстве, потому что про меня говорят, что я русский шпион или агент, продвигающий русские интересы. Поэтому я работаю на себя, так как никто не может дать мне работу в правительстве или даже в большой компании. У них могут возникнуть проблемы, если я буду работать там. Также я в черном списке Украины из-за путешествия на Донбасс, когда были выборы президента, на которых одержал победу Денис Пушилин. Да, также из-за Крыма. У меня много врагов в Европе, но это не проблема, потому что жизнь — это сражение. В каждый период жизни это было сражение, и мы должны говорить правду, потому что это важно. Мы должны работать ради правды. Это наша обязанность. Да, много проблем, но и в жизни без проблем не бывает. Но я очень рад, что у меня много друзей. У меня не только враги, но еще и много друзей. Поэтому все в порядке. У вас много друзей, то есть у многих людей в Австрии взгляды схожи с вашими. У меня хорошие связи с альтернативными медиа в Австрии, газетами, различными сайтами. И у меня не только связи, но и я работаю журналистом для различных СМИ. Также есть оппозиция этим сумасшедшим идеям, которые сейчас имеют место быть в Европе против России. Это оппозиция за мир, за дружбу с Россией, за понимание России. Правда — это оружие, но почему отсюда кажется, что немногие европейцы хотят знать правду? Или это только так кажется? Two groups. One big group against Russia. Yes. Есть две группы. Одна большая против России. Пропаганда против России на очень высоком уровне, и многие люди находятся под влиянием этой пропаганды. Вам нужно понимать, что проблема в том, что Европа не суверенный блок, она часть иностранной политики США. Я вам кое-что покажу. Это открытка с границей между американским сектором и российским сектором. Берлин был разделен во время Холодной войны, и была такая табличка с информацией, что вы покидаете американский сектор, когда люди попадали в Восточный Берлин, на советскую территорию. Это все еще реальность, Европа до сих пор американский сектор. То же самое мы можем видеть в Польше, в государствах Балтики. Австрия — это нейтральное государство, но на нас огромное влияние оказывают американские группы. Это большая проблема для политики, но также для нашей культуры.
Вы представитель Министерства иностранных дел Южной Осетии в Австрии. Как происходит работа в этом направлении и какие трудности? Во-первых, нужно распространять информацию о республике. Я должен информировать людей о Южной Осетии, размещать информацию в СМИ, что происходит в Южной Осетии, что происходит на Кавказе в целом. Вторая задача — думать, есть ли возможность привлечь к сотрудничеству с университетом, бизнесменов, журналистов и распространять информацию. Расскажите, пожалуйста, о ваших впечатлениях о Юго-Осетинском государственном университете. Вам нравится здесь? First, I meet this university when I was here as an election observer. Я познакомился с университетом, когда был наблюдателем на выборах в прошлом году. Первое, что я заметил, здесь очень чисто. Очень чистый университет. Когда ты приходишь в университет в Австрии, там всегда грязь по углам или что-то подобное. Здесь чисто. Это первое, что я вижу. Потом я вижу студентов. Все хорошо одеты, как студенты. В Европе во многих университетах у людей нет стиля. Они приходят, как будто собрались на вечеринку. И это мне не нравится. А здесь чисто, со вкусом. Очень приятное место. Потом я вижу конференц-зал с очень хорошей техникой. Это меня удивило. Какая хорошая техника, с лампами, камерами и прочим. Потом ваша телевизионная команда. У университета есть свое СМИ. Это важно. Также выставка в музее про природу и историю. Я правда был удивлен этим университетом в первую поездку, и я рад, что я здесь сегодня во второй раз. Я могу рекомендовать этот университет всем. Вы хотели порекомендовать кому-то здесь учиться? Да, в Австрии есть один студент. Я спрошу. Потому что я знаю студентов в Австрии, которые хотели бы учиться в России. Но зачем им ехать в Москву, если бы они могли учиться здесь? Да, правда, почему бы и нет? Потому что я не знаю об университетах в Москве. У меня там нет знакомых. Здесь же я знаю ректора и могу рекомендовать этот университет. Почему нет? Да, у университета много контактов с разными университетами. Я слежу за тем, что происходит здесь с помощью вашего медиа. Я слежу на Фейсбуке за вашим каналом, и каждую неделю вижу, что здесь происходит. Поэтому я проинформирован о делах университета. Не только учебная работа, но и научная работа, эти конференции, проекты с гостями или онлайн-конференции. Я очень рад за это. Это действительно хороший университет. Я могу его порекомендовать. Я думаю, мы заканчиваем. Спасибо, что пришли и за это интервью. Я буду рад прийти снова. Теперь люди в Южной Осетии лучше знают, кто представляет их в Австрии, и это очень хорошо. Thank you very much. Okay.